И снова здравствуйте. В прямом эфире городского телевидения первый в этом году выпуск программы «Крупным планом». И я его ведущая Лиана Кириллова. Как вы многие знаете, нынешний 2017 год объявлен в России годом экологии и в Республике Башкортостан годом экологии и особо охраняемых природных территорий. Именно поэтому сегодня в нашу студию мы решили пригласить председателя Сибайского территориального комитета Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан Гульнару Фазальяновну Нугмановну. Здравствуйте, Гульнара Фазальяновна. Здравствуйте. И прежде чем мы начнем с вами беседу, я хочу напомнить, мы в прямом эфире, вы можете звонить нам по телефонам студии 5 14 94 и 5 14 95. Задавать тематические вопросы, операторы эфира обязательно передадут ваши вопросы в студию, и мы на них ответим. Ну а пока мы начинаем наш диалог. И первый вопрос, который мне сегодня хотелось бы вам задать, это услышать ваше мнение о том, что нынешний год объявлен годом экологии. Насколько это актуально в нынешних условиях? Ну, состояние окружающей природной среды сегодня весьма тревожное. Из года в год увеличится количество выбросов, вредных веществ, которые попадают в атмосферный воздух. И со временем все оно у нас попадает в почву, водные объекты, растения, тем самым нанося угрозу природе и здоровью человека. Увеличивается объем отходов, количество несанкционированных свалок, да. Тем самым мы сокращаем территории под хозяйственную деятельность, захламляя все эти территории отходами. Поэтому вопросы экологии – это вопросы, во-первых, в первую очередь, качества жизни людей, да, и отношение к охране окружающей среды – это становится одним из основных показателей уровня развития страны. Поэтому озабоченность руководства страны и республики о состоянии окружающей среды, проблема охраны окружающей среды поддержать тем, что 2017 год объявлен годом экологии и годом особо охраняемых природных территорий. Ну вот и в связи с этим хотелось бы узнать, в каком состоянии на сегодняшний день находятся природные объекты нашего города? Состояние окружающей природной среды характеризуется качеством атмосферного воздуха, качеством водных объектов, лесных ресурсов, почвы. Но если говорить мониторинг состояния окружающей среды, мы проводим с привлечением аналитической лаборатории Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан. Если остановиться на некоторых цифрах, то ежегодно в атмосферный воздух от предприятий, организаций и от автотранспорта попадает более 16 тысяч тонн вредных веществ. Это по нашему городу? Это по городу Сибай только. Все это, я говорила, оседает в почве, в растении, в водных объектах. Ежегодно предприятия и организации забирают из водных объектов более 12 миллионов кубических метров воды из природных объектов, из подземных скважин, и при этом после очистки и нейтрализации сбрасывать около 8 миллионов миллионов кубических метров воды в водные объекты. Ну, это есть процент соотношения 60% мы сбрасываем обратно после очистки водные объекты. Что касается качества почвы, мы в этом году именно по обращению жителей города Сибай определяли качество почвы в районе улицы Баймакской, возле автозаправки. И по результатам, которые предоставила нам лаборатория, то там преобладают наравне с тяжелыми металлами, преобладали сульфаты, хлориды. Это говорит о том, что почва у нас является соленой и сильно соленой. Да. Но надо отметить то, что уже в фоновом содержании почвы у нас на нашей территории уже наличие тяжелых металлов превышает все нормативы. Мы знаем, что Зауралье богато недрами, рудными металлами, поэтому у нас в фоновом содержании уже содержатся тяжелые металлы. Что касается природных, именно водных объектов, мы тоже в этом году по обращению жителей поселка Камышлов-Изяк проводили отбор пробы воды, природной воды на реке Камышлов-Изяк. По результату воды мы там превышения никакие не выявили и не выявили влияние предприятия, организации на данный водный объект.
Это вот небольшие цифры. Мгм. Ну, к влиянию производства на состояние окружающей среды, к этому вопросу мы вернемся чуть позже. И мне сейчас вот хотелось бы узнать, задать вам вопрос, какие вообще экологические проблемы характерны для нашего города? Но для города Сибай, так же как для всего Зауралья, наверное, характерна в первую очередь проблема по обращению с твердокоммунальными отходами. 2017 год – это год является экологических реформ. Да, в этом году входит реализация новой системы по обращению с твердокоммунальными отходами. Но город Сибай, мы как бы не подготовились даже не то, что город Сибай, вообще можно сказать, что весь субъект, вся Башкирия и многие субъекты Российской Федерации не подготовлены к этому переходу, и поэтому переходный период продлили на 2019 год. Да, и новая система по обращению с твердокоммунальными отходами вступит в 2019 году. С чем это связано? Что во многих предприятиях, во многих городах субъекта, да, не организованы сборы твердокоммунальных отходов. Не во всех городах имеются специальные объекты для размещения и захоронения отходов. Такая же проблема у нас в городе Сибае. Действующая городская свалка не соответствует всем экологическим нормам и требованиям, да, и по закону там размещать отходы не разрешается. И сейчас проблема номер один, которую решает администрация города, это организация вопроса по сбору коммунальных отходов. А вообще практика селективного сбора коммунальных отходов, она вообще уже для многих городов актуальна. В Сибае, как вы считаете, скоро ли это придет, что именно раздельно будут собирать мусор? Ну, первый раз вопросы подняли о раздельном сборе отходов, это в 2013 году, когда был объявлен год охраны окружающей среды. Да. Тогда проводили опрос среди жителей города Сибай, и эту инициативу поддержали порядка 70% жителей. Они готовы вести раздельный сбор отходов, минимизировать образование отходов и минимизировать именно размещение отходов всех на городской свалке. Но для этого надо, наверное, просто приобрести специальные контейнеры и установить в черте города отдельно для сбора отработанных ртутосодержащих ламп, отдельно для ПЭТ-бутылок, для металлических банок, для бумаги, вот, как делается в больших городах, так же, как в нашей столице. То есть, ну, пока мы в ожидании, так скажем, да, такого введения. Я думаю, что да, я думаю, что мы пока в ожидании. Тем не менее, вот часто у населения возникают такие вопросы, куда можно сдать ртуть содержащие лампы, те же самые, да, там батарейки и так далее. Куда вот можно обращаться с этим вопросом? Все вопросы именно по сбору и размещению отходов, да, должны на сегодняшний день решать управляющие компании. И все жители многоэтажных домов могут обратиться именно управляющим компаниям для того, чтобы и передать им эти отработанные содержащие лампы. Ну, на сегодняшний день революционным законом эксперты называют федеральный закон об охране окружающей среды. В него были внесены определенные поправки и изменения, в частности, нормирование перехода на так называемые НДТ, то есть наиболее доступные технологии, наилучшие. То есть это подразумевает под собой новые принципы осуществления хозяйственной деятельности, модернизацию производств, контроль и надзор в сфере природопользования. На сегодняшний день по Сибаю в этом направлении что-то можно отметить? Но этот закон должен работать именно в первую очередь в отношении работы для предприятий и организаций. Этим законом прописывается сегодня хорошая поддержка предприятий и организаций, которые будут внедрять технологии, которые причиняют природе минимальный ущерб. И внедрение этих технологий даст предприятиям и организациям понижающие коэффициенты при оплате за негативное воздействие на окружающую среду. Ну, вообще многих интересует деятельность промышленных предприятий, потому что традиционно принято считать именно их глобальным источником загрязнения окружающей среды. По Сибаю вот как показатели? Ну, вы говорили уже, да, что определенные цифры назвали, но вот еще что-то можно отметить? Так, что касается именно, я имею в виду, наверное, по горнодобывающим предприятиям, организации, да.
Ну, тут как бы стереотип, что основным загрязнителем является горнодобывающие предприятия. Наверное, уже по городу Сибая это не так актуально. Надо уже уходить от этого термина. На сегодняшний день основным загрязнителем является это больше жилищно-коммунальное хозяйство и энергетические компании. Что касается горнодобывающих предприятий, они имеют все разрешительные нормативные документы на природопользование. Они осуществляют выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух по специальным разрешениям. Они сбрасывают водные объекты, стоки, промышленные стоки только после очистки и нейтрализации. Практически на всех предприятиях ведется раздельный сбор отходов, и у них, как бы, они имеют свои ведомственные лаборатории, которые постоянно ведут мониторинг качества окружающей среды у себя на предприятии. Ну, я думаю, что в рамках года экологии работа в этом направлении будет только усилена и улучшена. Да, я же говорю, вот на сегодняшний день предприятиям выгоднее экономически вложить в природоохранные мероприятия и получить экологические эффекты, чем привлекать к административной ответственности. Гульнара Фазыльяновна, но у нас начинают поступать первые вопросы. Я думаю, что коротко мы, наверное, их коснемся. Рядом с городским полигоном сады, ветер, получается, из-за ветра мусор летит в сторону садов. Как можно решить эту проблему? Ну, по розе ветров, конечно, весь мусор с полигона, с нашей действующей городской свалки лежит в сторону садов, да, по розе ветров. Но эксплуатирующий предприятие «Мой полигон», я не скажу, что они каждый день выходят на субботники, но по весне они в течение летнего периода проводят уборку всей этой прилегающей территории. Да, это во-первых. Во-вторых, в плане установить переносные ограждения для прекращения разлета легкой фракции мусора. В летнее время у реки Туяляс организуется мойка машин. Какие меры принимаются? По мойке машин я всегда обращаюсь к гражданам, если вы стали свидетелями, что в тех или иных местах осуществляется мойка машин или выбрасывают мусоры, эти фотофакты направлять к нам в Сибайский комитет. Можно или на электронный адрес, или по адресу город Сибай, улица Ленина, 38. Мы все эти материалы будем рассматривать и проводить административное расследование. И здесь вот один не вопрос, а предложение. Кто-то, телезритель, предлагает общегородские субботники проводить не в центре города, потому что там так и есть кому убираться, а именно в окрестностях города. Ну, я думаю, что общественные организации, волонтерские движения возьмут это на заметку. Еще один вопрос. Если у нас будет цементный завод, какой вред будет причинен экологии? Но хочу сразу затронуть, сказать, что цементного завода в Сибае не будет, потому что по мощностям, как говорил глава администрации, у нас не хватает. Да. Но и тем не менее, вот есть потенциально, если предположить, если бы такой завод был. Ну, что касается цементного завода, на самом деле мы никаких проектных документов не видели, потому что даже предпроектные документы, они к нам не приходили, и даже разговора не было. Но на сегодняшний день я еще говорю, что очень ужесточили требования природоохранного законодательства, и сейчас предприятиям невыгодно вводить в эксплуатацию те объекты изначально, которые будут наносить какой-то урон. Да, и будут какой-то урон, и которого можно в любое время приостановить. Вот о чем разговор. Еще один вопрос. Мы в этом году ездили за ягодами на гору рядом с поселком Туяляс. Оказалось, что бутылок больше, чем ягод. Эта территория вами контролируется или в зоне ответственности? Где? Гора рядом с поселком Туяляс. Ну вот здесь, да, не совсем понятно. Нет, ну в принципе, все территории Баймакского района города Сибай, там Хайбулинский, Зилаерский, Зянчуринский, они все нами подконтрольны. Но я сразу скажу, что один инспектор за всеми не следит. Да, я знаю, что это, конечно, большая работа нерадивых жителей, которые оставляют весь мусор полностью. В первую очередь нужно начинать с себя. Да. Гульнара Фазыльяновна, в 2016 году был принят закон по стране о статусе общественных экологических инспекторов. Он предполагает создать функционирующую систему общественного экоконтроля. Вот у нас появление таких инспекторов в Сибае планируется? Вообще мы вот этой поправки ждем давно. Я еще раз говорю, что у нас один инспектор в районе, и он не за всем следит, и общественные инспектора к нам в помощь придут. Да. И сейчас Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан разрабатывает положение
об общественных инспекторах, как это положение пройдет согласование по всем инстанциям, я думаю, что вопросы с общественными инспекторами уже решатся. Мгм. Ну, проблемы окружающей среды, спасения окружающей среды всегда тесно переплетены с проблемой спасения редких видов цветов, насекомых, животных. Вот у нас в нашей зоне имеются таковые? Ну вот в этом году особый статус года особо охраняемой природных территорий отведено. И надо сказать, что 100 лет назад в России был организован первый заповедник, это на территории озера Байкал. Сейчас система особо охраняемых природных территорий Башкирии составляет 4 объекта это федерального значения, 5 природных заповедников, 24 природных парков и 182 памятника природы. Для города Сибай, для у нас на слуху, это памятник природы водопад Гадельша. Да. Могу сказать, что встречается у нас серый журавль, это в Зилаирском районе. У нас в Хайбулинском районе есть пион уклоняющий. Это черепаха, болотная большая черепаха в Баймакском районе. И, ну, наверное, вот, очень много таких вот птиц и животных, которые занесены в Красную книгу, можно встретить у нас в окрестности. Мгм. Поступили еще несколько вопросов от телезрителей. На территории гаражей и водоканала несанкционированная свалка. Пожалуйста, обратите внимание. По свалкам, по несанкционированным свалкам у нас рейды начнутся по весне, и мы полностью гаражные кооперативы, садоводческие коллективы уже в составе комиссии постоянно обследуем. Мгм. Ну, я думаю, в наших выпусках новостей мы, конечно, обязательно осветим эту работу. Еще один вопрос. С завода буровых реагентов был выброс, стоял сильный запах. Кто это контролирует и влияет ли он на наше здоровье? Это обращение к нам поступало. Наш Сибайский комитет, инспектора выезжали на место. Да. Ситуация сложилась там, что прогревали котлы, где оказались старые масла, растительные масла, что дало вот этот запах. Поэтому сейчас проводят административное расследование в данном направлении. Меры реагирования пока еще не применяли, потому что на момент обнаружения все эти нарушения были устранены. Угу. Ну, здесь вот такой немножко неожиданный вопрос. Я не знаю, насколько он относится к вашей сфере. Возле лицея номер 9 выгуливают собак. Это как-то контролируется? Нами нет. Ну, я думаю, да, что Нами это нет. вопрос не из вашей области. Хотелось бы вот коротко, чтобы вы подвели итоги прошлого года. Все-таки сейчас январь, это время, когда обычно все подводят итоги. И коротко о ваших планах на нынешний 2017 год. Ну, работаем в двух направлениях. Это организационные вопросы и контрольно-инспекционная деятельность. Вопросы практически работы все решены по итогу года. У нас весь план мы полностью выполнили. Поэтому в этом году проводим год экологии. Надеюсь на активную работу всех жителей, предприятий, организаций, принять активное участие в проведении года экологии. Ну, у нас осталось буквально 2 минуты, и вот в завершение, что бы вы еще хотели пожелать нашим телезрителям? Ну, внести, наверное, каждому внести свой вклад в улучшение состояния природы родного края, именно в год проведения экологии. Ну, экологическая сфера интересует многих, и причины такого пристального внимания к ней вполне определенные, потому что она касается каждого из нас. Изменение климата, вырубка лесов, загрязнение атмосферы. Эти и другие проблемы можно решить только совместными усилиями, так что давайте не будем равнодушными. Гульнара Фазыльяновна, я благодарю вас за беседу. Надеюсь, мы еще не один раз увидимся в нашей студии. Ну а с вами мы прощаемся. Всего доброго и до новых встреч.